Глава Якутии определил приоритеты бюджетной политики. Накануне Егор Борисов провел заседание межведомственной комиссии по разработке мер по обеспечению экономической и социальной стабильности Якутии. Илдархан отметил, что текущая ситуация в стране во многом продиктована внешнеполитической конъюнктурой. Как свидетельствуют макроэкономические показатели, Российская Федерация постепенно адаптировалась к условиям санкций благодаря принятым мерам. По прогнозам МВФ, в этом году ожидается начало роста экономики страны после периода спада. Кроме того, Егор Борисов в очередной раз заявил, что все социальные обязательства будут выполнены. Сегодня речь идет о поиске резервов в бюджете для создания запаса прочности. Рассмотрев ситуацию по проблемным зонам, глава Якутии подчеркнул важность концентрации ресурсов по приоритетным направлениям. В этой связи для укрепления финансовой дисциплины в скором времени пройдет расширенное совещание с распорядителями и получателями средств. В то же время Егор Борисов уверен, что ключевым инструментом реализации принятых мер является надзор со стороны населения. Поэтому Государственному собранию Илтумен рекомендовано повысить статус проекта «Народный контроль» до республиканского и усилить его присутствие во всех муниципальных образованиях. Вчера на съезде женщин я говорил еще и об установлении вопроса поддержки многодетным семьям, установить дополнительные доплаты разовые в год, например, на одного ребенка равную сумму минимальной зарплате. Если 10 детей, 17 тысяч рублей, то есть 170 тысяч рублей семье дадим. То есть вы критерии устанавливаете. Я просил еще давно уже по детскому питанию. Детскому питанию в школах, где есть многодетные семьи, оказать дополнительную поддержку. Дальше я просил посмотреть по одежде детей. То есть оказать помощь многодетным семьям в сельской местности, поселениям, в городах, которые нуждаются, тоже материально оказать помощь. По всем этим направлениям, пожалуйста, пройдитесь, чтобы не было напряженка. По итогам первого квартала примите такое решение.